Тема больная. То, что происходит в Таджикистане и как это происходит с политическими заключенными, с исполнением закона, с исполнением Конституции. Мы можем с полным основанием сказать, что власти Таджикистана, таджикский режим нарушает Конституцию, собственную Конституцию, практически на каждом шагу. И это антиконституционная власть во всех ее проявлениях. В подзаконных актах, в том, как функционирует суд, правосудие, то есть правосудие не существует в Таджикистане, как принимаются решения. Эта власть антиконституционна. Как проходят выборы, мы все прекрасно знаем. При отсутствии по меньшей мере 30% избирателей в Таджикистане, они показывают явку от 80 до 90% и, естественно, рисуют себе любые необходимые результаты. При том, что в России открывается максимум десяток избирательных участков, которые не способны физически пропустить миллион таджикских избирателей в день голосования. То есть это фикция, фикция, фикция и фикция. Это строится, это пирамида фейковой демократии, так называемой демократии, которая не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к Конституции. И человек, который клянется периодически прикладывается к Конституции, соблюдать ее, каждый раз ее нарушает. При том, что в Конституции написано, что президент не может избираться более 2 сроков. Человек избирается уже 25 лет. Что касается политзаключенных, мы имеем право требовать от таджикского правительства, от таджикских властей выполнения конституционных норм и законных других норм Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса. Нет никакой соревновательности в суде. Подсудимый лишен защиты. Адвокаты, которые осмеливаются защищать политзаключенных, сами становятся преследуемыми и сами становятся жертвами. Адвокаты адвокатов становятся жертвами и заключенными. И их осуждают на десятки лет. Это нонсенс. Нигде в мире этого нет, но в Таджикистане это есть. И третий адвокат уже не смеет защищать адвоката. И родственники не смеют жаловаться ни СМИ и никому бы то ни было, ни правозащитным организациям о положении своих близких, которые находятся за решеткой. Мы знаем, что Шухрат Кудратов, адвокат Заида Саидова, должен был быть освобожден в этом году, согласно всеобщей амнистии. Но этого не произошло, и никто не отвечает. Почему? Соответствующие органы не отвечают на вопросы прессы и правозащитников, почему вы не освобождаете адвоката Шухрата Кудратова.
Они говорят, мы изучаем вопрос. Но как можно изучать вопрос, когда существует закон? Когда была объявлена амнистия, и он подпадает под эту амнистию. Значит, другой адвокат Заида Саидова был просто доведен до смерти. Исок Табаров скончался от сердечного приступа. Его обложили со всех сторон. Его арестовали и осудили его сына за то, что ему позвонил какой-то человек, якобы вербовщик ИГИЛ, и только за этот звонок, за то, что он пошел по просьбе, значит, прозвучавшей по телефону, сообщить, там, передать какую-то новость родственнику, там, жене этого человека, только за это его осудили на несколько лет. 10 лет, да? Второго сына тоже, Исока Табарова, адвоката Исока Табарова, тоже арестовали, тоже осудили по этому же делу, по обвинению, так сказать, причастности к ИГИЛ, там, наемничеству и так далее. Исок Табаров — это адвокат, который раскрыл фабрикацию дела Заида Саидова, которая была осуществлена агентством по борьбе с коррупцией. Он доказал полную безосновательность обвинения в изнасиловании в отношении Заида Саидова. Якобы, согласно этому обвинению, Заид Саидов изнасиловал некую женщину, которая родила от него ребенка. Исок Табаров смог взять, так сказать, генетический материал, пробу, то есть волос луковицы, и отвезти в Москву в ту самую лабораторию, на данные которой ссылалось следствие. И эта лаборатория дала результат, провела экспертизу, и экспертиза показала, что Заид Саидов не имеет никакого отношения к этому ребенку. То есть их данные генетические не совпадают. Родство исключено. 0. И эта же лаборатория предъявила адвокату Исоку Табарову результаты первой экспертизы, которая была проведена по запросу агентства по борьбе с коррупцией, по запросу следствия. И те результаты также показали 0. Но они сфабриковали эти результаты. Они написали, что отцовство подтверждено. Исок Табаров это показал в суде. Таким образом, все дело просто разваливалось. Дело в отношении Заида Саидова. И становилось совершенно ясно, что это дело имеет политическую подоплеку, что все дело в том, что Заид Саидов заявил о своем решении, о своем желании создать новую партию, новый Таджикистан. И впоследствии, так сказать, опираться на нее в преддверии президентских выборов. Стало совершенно ясно, что это политический заказ. И когда Заид Саидов на суде обратился к судье и сказал: товарищ судья, за что вы меня осуждаете? За что 26 лет? Вы же видите, что все развалилось, нет никаких доказательств. И судья ему отвечает, потупив глаза: это веление времени. Так хозой замон. То есть судья не может показать, какой закон нарушен, какое, так сказать, показать основание для того, чтобы человека посадить на 26 лет. И он говорит, это веление времени. Вот такая вот
горькая правда. Я считаю, что мы говорим о том, что власти должны, обязаны соблюдать свои законы и Конституцию, должны уважать права подследственных, не допускать пыток, психологического давления, не могут позволять себе отказывать медицинской помощи людям. Они не молодые все. Многие больные, Заяц Саидов болен, и Нематулло Сайфуллзода, и другие, все они больны. Им нужны медикаменты, им нужно медицинское обследование и, так сказать, помощь врача. Уже несколько политических заключенных скончались в тюрьме. И я считаю, что пора создавать список Заида Саидова, санкционный список, требовать санкций в отношении тех лиц, которые участвуют в преследовании инакомыслящих в Таджикистане, допускают насилие в отношении этих людей, а также допускают другое преследование, другие виды преследования, пытки, преследования и так далее, и так далее. Я считаю, что нужно создавать такой список. Я считаю, что мы должны, уже пора публиковать эти имена, их должности, и не только исполнителей, но и заказчиков. И обращаться во все возможные международные правозащитные и другие инстанции с просьбой применить к этим лицам все возможные санкции. Запрет на выезд, или арест, или там, я не знаю, все что угодно. В рамках закона, естественно.